Селям алейкум, Харлах Шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Можете присоединяться к нашему эфиру. На экранах ваших телевизоров вы сейчас видите номер телефона и адрес нашего скайпа. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу, либо по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начнем со следующих информационных сообщений. В Конституционном суде зарегистрировали заявление народных депутатов с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. Как известно, сегодня утром в суд передали заявление, которое подписали 226 народных депутатов Украины. Как детализирует нардеп, заявление касается не всех судей, а только 11, которые, собственно, поддержали скандальное решение об отмене антикоррупционной реформы, в частности, электронного декларирования. Давайте послушаем Давида Арахамі. Це політична заява, яка спрямована на те, щоб закликати суддів, 11 суддів, не всіх, я підкреслюю, є судді, які не голосували за це рішення про скасування дуже важливої антикорупційної реформи, зокрема електронного декларування. І для того, щоб вони зрозуміли, що немає, народні депутати – це делеговані суспільством немає довіри після таких рішень до цих суддів і закликаємо їх скласти свої повноваження добровільно. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого подать в отставку и готовиться отвечать судье. Об этом он сообщил на своей странице Facebook. Припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних спонсорів має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий і власні маєтки через кордон перевести не вдасться. Збережіть залишки честі і подайте у відставку. Напомню, ранее глава Конституционного суда Украины заявил, что в случае одномоментной смены состава КСУ у облсоветов появится возможность голосования за отсоединение региона. До чого веде одномоментна зміна складу Конституційного суду? Мудрий конституцієдавець поступово набирає суддів, щоб Конституційний суд України не припиняв свою діяльність. Це важливо, тому що якщо в один момент Конституційний суд буде недієздатним і не буде виконувати свої обов'язки, то в Україні це може призвести до порушення територіальної цілісності. Григорій Перепеліць, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Григорію, вітаю вас. Добрый вечер. Все, что происходит сегодня вокруг решения Конституционного суда Украины, все меры, которые планирует предпринимать, законопроект, который предлагает президент Зеленский о распуске состава Конституционного суда, можно ли все это назвать конституционным переворотом? Я би сказав, це спроба конституційного перевороту, але реакція президента як гаранта національної безпеки була дуже своєчасною і радикальною, що стало також підставою для прийняття відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони країни. Таким чином, ці дії Конституційного суду, про які ви говорили, є загрозою, безпосередньою загрозою національної безпеки України. І секретар Ради національної безпеки пан Данілов, він чітко позначив, що є джерелом цих загроз державного устрою України і, відповідно, зміні політичного курсу країни. Оскільки такі рішення, безумовно, приведуть до ізоляції України і припинення євроінтеграційного, євроатлантичного курсу. Тут чітко прослідковується намір знову повернути Україну до Росії. І це явно замовлення Кремля. По-іншому говорити не приходиться. А те, що говорить голова Конституційного суду, що відразу регіони будуть від'єднуватися, це блеф.
блеф і грубі маніпуляції. Тому що Это больше звучит как угроза. ну так, і загрози. Чому він такі загрози декларує? Тому що він відчуває дуже потужну підтримку проросійських сил, які набирають все більшого впливу, починаючи захоплення ними більше 50% новинного інформаційного простору. Я маю на увазі канали Медведчука. Більше того, ми бачимо деяких представників, які переходять з цих каналів на інші канали і намагаються проводити таку ж саму лінію, як це проводить канал News One 112 BBC. І відповідно це до великої міри це змінило суспільну думку і дало можливість ОПЗЖ і проросійським силам зайняти досить вагомі позиції в місцевій владі в результаті цих парламентських виборів. І це стало певним реваншем. Зміни не тільки власне владних позицій правлячої партії в Україні, пана Зеленського, а зміни конституційного ладу в Україні через Конституційний суд. І це дуже велика загроза українській державі. Сейчас идет речь о том, что если говорить о законопроекте президента Владимира Зеленского, вот он предлагает остановить полномочия состава Конституционного суда. Но ведь в Конституции Украины четко прописано, в каком случае можно прекращать полномочия состава Конституционного суда. Его оппозиция говорит, что это неконституционно, это неправильно. А как вы считаете, вот те положения, которые прописал президент Зеленский в своем законопроекте, они приемлемы? Я думаю, що ми маємо визначатися ситуацію, в якому стані ми знаходимося. Чи в стані безпосередніх загроз національній безпеці, чи в стані безпеки країни. Конституціалісти, які писали цю Конституцію, вони, безумовно, не передбачали такої ситуації, що Конституційний суд почне підривати основи державного ладу в країні. Таких намірів не прописано ні в жодній статті Конституції України. Але Конституційний суд пішов на цей, можна сказати, крок, я би сказав, злочинний крок. Тому є ситуація мирного часу, коли національній безпеці нічого не загрожує, а є ситуація надзвичайного часу. І Конституція, до речі, це прописує повноваження президента, який в умовах таких загроз має вводити особливий період, надзвичайний або воєнний стан. І в такому випадку працює вже воєнне законодавство або законодавство воєнного часу. Але оскільки у нас не були зроблені ці дії навіть попередньою владою, то це дало можливість от таких маніпуляцій. Якщо безпосередня загроза явна національній безпеці України, то президент має право вдатися до надзвичайних дій, які, звісно, можуть не відповідати ситуації мирного часу. Но если гарант Конституции нарушает Конституцию Украины, не создает ли это такой небезопасный прецедент, вот открывая этот ящик Пандоры? Ну, ви розумієте, в чому питання полягає? Що в такому разі ми можемо міняти саму Конституцію, передавати, і ідея така була, передати повноваження Конституційного суду Верховному суду. Це має бути спеціалізована палата, якої приймати рішення. Тому що, якщо ми подивимось на історію нашого Конституційного суду, то він багато випадків, коли він сам підривав основи конституційного ладу в країні. Згадаємо з вами, коли Конституційний суд в період Кучми дав визначення, що виявляється, Кучма, який пробув 2 терміни, пробув тільки 1 термін. Що спричинило, до речі, політичну кризу в країні? Це тоді Конституційний суд вперше спричинив політичну кризу в країні в результаті помаранчевої революції. А згадайте, як під Януковича сам Конституційний суд змінив Конституцію, повернувши йому такі повноваження, які він не мав. І сьогодні от третя спроба. Тобто
Коли Конституційний суд складає безпосередню загрозу національній безпеці України, основам державного ладу, президент має право діяти. Навіть якщо це не відповідає там положенням Конституції, як можна тлумачити і так, розумієте? Давайте Тому що Конституція закладає тільки основи, а конкретне впровадження, воно не прописується Конституцией. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины, фракция «Слуга народа» Анастасию Радину. Она с нами сейчас на прямой связи. Пани Анастасия, витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Все, что сегодня происходит вокруг решения Конституционного суда Украины, можно ли назвать конституционным переворотом? Как вы себе это определяете? Алло. Алло. Я перепрошую, поганий зв'язок, я, на жаль, не почула. Да, я продублирую вопрос. Все, что сегодня происходит вокруг решения Конституционного суда Украины, которое фактически хоронит антикоррупционную инфраструктуру, можно ли назвать конституционным переворотом? Алло. 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 Слышите? Тепер чую. Я еще раз повторю тогда свой вопрос. Пани Анастасия, как вы вважаете, все то, что сегодня происходит вокруг решения Конституционного суда Украины, которое фактически хоронит антикоррупционную инфраструктуру, можно ли назвать конституционным переворотом? Алло. Прерывается, к сожалению, у нас телефонный звонок. Анастасия Радина, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа». Мы попробуем еще раз ее перенабрать. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Дорогие телезрители, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну вот, народные депутаты сейчас начали работу с более мягкого варианта выхода из кризиса после решения Конституционного суда, а именно законопроекта о немедленном возвращении электронных деклараций. А вот законопроект президента Зеленского называют в Верховной Раде Украины очень жестким. Об этом сообщил депутат от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Давайте его послушаем. Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є більш м'який варіант, а є більш відповідальний і жорсткий. Відповідний парламентський комітет розглядав лише законопроект про негайне повернення декларацій, як свого роду перехідний проект, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проект не вирішує глобальну проблему. Президентський же законопроект, на мій погляд, це ініціатива, куди більш чітко розставляє акценти і куди більш правильно вирішує ключове завдання – відновлення законності. Анастасия Радина присоединяется к нам. Попробуем еще раз ее услышать. Пани Анастасия, чуєте нас зараз? Да, чую, дякую. Мне еще раз продублировать свой вопрос? Я правильно почула питання, чи можна вважати дії, те, що зараз відбувається з Конституційним судом, конституційним переворотом? Да, все вірно. З моєї глибокої точки, на моє глибоке переконання, те, що робить сам Конституційний суд, і є конституційним переворотом у виконанні Конституційного суду України. Рішення по скасуванню значної частини антикорупційного законодавства не витримує жодної критики. Це рішення ухвалене всупереч, власне, антикорупційному законодавству, тобто в конфлікті інтересів. Судді перебували в конфлікті інтересів щодо деяких із них. По цим статтям антикорупційного законодавства були адміністративні протоколи, навіть кримінальні справи. Вони знехтували цим всім, розглядали ці справи у власних інтересах і ще й скасували за це відповідальність. Хто стоїть за рішенням Конституційного суду? За рішенням по декларуванню стоїть, безумовно, по-перше, особисті, я би сказала, навіть корупційні інтереси самих суддів. Бо я скажу, вони скасували відповідальність по тим статтям, по яким їх самих притягали до відповідальності. І я насправді не виключаю, що за цим стоять ті сили, які хочуть розтворити Україну із цивілізованим світом. Адже електронне декларування було однією з ключових умов антикорупційного блоку угоди про візову лібералізацію. І скасування цих норм ставить велике питання на можливості України і далі насолоджуватися безвізовим режимом. Правильно ли понимаю, что сейчас все дела, которые вел антикоррупционный суд, могут быть аннулированы?
Не всі справи, але справи, що стосувалися брехні в деклараціях, абсолютно да. Адміністративні протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності, наприклад, по конфлікту інтересів, які складало Агентство з запобігання корупції, на жаль, також втрачені. Тобто дуже велика кількість людей залишилася безкарною. Фактично не буде жодної відповідальності за брехню в деклараціях, в будь-яких деклараціях за весь 2019 рік і з великою вірогідністю за 2020 також. Це величезна кількість декларацій. Какой наиболее оптимальный вариант выхода из политического кризиса, в котором мы сегодня оказались, вы видите? Вихід мусить складатися з двох компонентів. Це перше повернення власне антикорупційного законодавства, і друге це вирішення питання із Конституційним судом. Я наголошую, що просто в Верховній Раді ухвалити закон, який повертає дію антикорупційних норм, цього абсолютно недостатньо, адже цей Конституційний суд може знову сказати, що все це неконституційно. Відповідно, необхідно не тільки повернути норми антикорупційного законодавства, але і системно вирішувати питання з Конституційним судом, наприклад, підійти до питання власне способу ухвалення рішень в Конституційному суді. І я думаю, що кінець кінцем ми мусимо вийти на розгляд законопроекту президента, який пропонує радикальне перезавантаження Конституційного суду. Я не бачу іншого варіанту рішення. Тобто ви підтримуєте законопроект Зеленського? Да, тому що я розумію, що я не бачу ознак того, що цей склад Конституційного суду має намір або піти у відставку, або має намір повернутися до правосудного способу ухвалення рішень в суді. А как насчет законопроекта спикера Верховной Рады Украины Разумкова и законопроекта, который предлагает народный депутат Украины от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин совместно с Александром Корнієнко из вашей фракции? Перший законопроект спікера Верховної Ради виконує одне завдання – повернути електронне декларування, відновити повноваження по перевірці декларацій. Це одне завдання. Якщо порівняти з велосипедом, це одне колесо. А для того, щоб велосипед, тобто антикорупційна система, працювала, потрібно два колеса, тобто рішення по Конституційному суду. Частиною цього рішення може бути законопроект, наприклад, Корнієнка-Юрчишина, але це також буде тимчасове рішення. Не можна заблокувати Конституційний суд на весь час. Це не державницький підхід. Все одно ми мусимо сісти за стіл перемовин усіма фракціями, які орієнтовані на реформи, і ухвалити рішення, як ми реформуємо Конституційний суд. Я не бачу цьому альтернативи. Спасибо большое. Дуже дякую. Анастасія Радіна, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. Пане Григорию, как вы считаете, вот эти законопроекты, которые предлагают сейчас народные депутаты Украины, в частности Ярослав Юрчишин от фракции «Голос» совместно с представителем фракции «Слуга народа» Александром Корнієнко об увеличении количества кворума от 12 до 17 судей, и законопроект Разумкова, который предполагает возобновление электронных деклараций, это достаточные меры, по-вашему? Я думаю, що всі депутати цілком усвідомлюють, що ці міри, які ви зараз сказали, для членів Конституційного суду, як для мертвого припадку. Вони навіть не звернуть на нього уваги. Тому що ці напівміри, і ми знаємо, будь-які напівміри ніякого ефекту не дають. Я думаю, це знає сам спікер і інші депутати. Отже, я розцінюю ці так звані м'які заходи як намагання зберегти цей корумпований Конституційний суд, який, ще раз підкреслюю, є безпосередньою загрозою національній безпеці України. І якщо ми зараз не припинимо його діяльність деструктивну, то ми позбавимося і державної мови, ми позбавимося і земельних реформ, і ще багато чого іншого позбавимось. Ви бачите, він не перестає працювати в деструктивному напрямку ні на один день. Навіть, хорошо, прийшов Арахамія з цим проханням подати відставку. Яка реакція? Вони, я думаю, тільки посміялись над Арахамією, і все на цьому закінчилось. Ще раз підкреслюю, пропозиції президента України, пана Зеленського, як гаранта національної безпеки є абсолютно правильними і своєчасними. І тому потрібно діяти негайно.
Давайте Якщо подключим к ми нашим... цього не зробимо, Мгм. то тоді ми опинимося ще перед більшою небезпекою існування нашої держави. Давайте підключимо к нашій бесіді зараз народному депутату України фракція «Слуга народу» Єгора Чернева. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Какой вариант развития событий видите вы? Какой наиболее оптимальный вариант разрешения политического кризиса, в котором мы сегодня оказались, вот вам видится? Ну, на самом деле, я бы, в принципе, хотел поддержать и Анастасию Радину, и Виктория Перепелицу. Я вижу единственное разрешение вопроса — это как раз-таки в перезагрузке Конституционного суда. Потому что на сегодняшний день Конституционный суд принимает абсолютно антинародное, на самом деле, решение, потому что смена фактически, то, что они пытаются сделать, это смена курса развития страны. Смена курса, потому что мы последние 5-6 лет уже выстраивали антикоррупционную систему, которую пытаются снести, которую пытаются, соответственно, вернуть нас на позиции 2013 года, возможно, развернуть от Запада в сторону России. Я считаю, что с таким подходом, с такими судьями Конституционного суда мы не найдем общих решений ни в конституционном поле, ни в правовом поле. Да, это политическое решение, предложение законопроекта президента. Это политико-правовое решение, но я считаю, что это единственно возможный путь на сегодняшний день, как выйти из этой ситуации. То есть в случае, если законопроект Зеленского попадает в парламент, вы будете за него голосовать, правильно я вас поняла? Да, я буду поддерживать. Угу. А как насчет законопроектов Разумкова, Ярослава Юрчишина вместе с Александром Корниенко? Ну, это все на самом деле полумеры действительно, потому что и то, что предлагает там Александр Корниенко, Ярослав Юрчишин, вот сегодня еще один законопроект зарегистрирован Ольги Совгири, нашей тоже коллеги из фракции. Это все для блокировки работы суда на сегодняшний день. Как дальше работать с Конституционным судом? Ну, мы же не можем быть без Конституционного суда, мы не можем тогда не принимать, не вносить изменения в Конституцию, опять-таки, не получая выставки от Конституционного суда. Снова-таки, это просто полумеры. По поводу законопроекта Разумкова, тут тоже вопрос временного решения по декларациям. Опять-таки, невозможно вернуть в Уголовный кодекс эту статью 366.1, потому что решение Конституционного суда выписано таким образом, что криминально-уголовная ответственность за эти деяния в принципе не может быть применена. Соответственно, ну, то есть вернуть это в том виде, в котором было до решения Конституционного суда, невозможно. Если предположить, что Верховная Рада Украины проголосует за законопроект президента Зеленского и Конституционный суд, состав Конституционного суда будет распущен, как вы думаете, вот судьи сегодняшнего Конституционного суда, они просто встанут и уйдут? Как вы это представляете? Я надеюсь, что так оно и будет на самом деле. Конечно же, может возникнуть коллизия с другой стороны, что эти судьи Конституционного суда будут считать себя правомочными, будут набираться новые судьи Конституционного суда, но тут вопрос уже... Ну, многие эксперты говорят, что действующие судьи Конституционного суда могут подать в Европейский суд по правам человека и предоставят Конституцию Украины, докажут, что президент как гарант Конституции нарушил эту Конституцию, и они выиграют суд. На самом деле тут тоже нужно ссылаться на другие статьи Конституции, в которых гарант таки Конституции и гарант национальной безопасности президент Украины в данном случае решает тот конституционный кризис и те неправомочные решения, которые были приняты Конституционным судом в пользу Украины, потому что Конституционный суд не мог на себя брать полномочия принимать решения, куда двигаться стране, если европейские и атлантические векторы закреплены в Конституции, а эти векторы, соответственно, предполагают выстроенную антикоррупционную систему, которую они фактически сносят. И тут вопрос, кто является большим нарушителем Конституции в данном случае.
А если распустят Конституционный суд Украины, как обеспечить качественный отбор судей и в дальнейшем прозрачное открытое функционирование Конституционного суда? Я считаю, что вот здесь, чтобы ни у кого не возникало вопросов к новому составу судей. Да, сейчас, кстати, они, имея каденцию в 9 лет, меняются не одновременно все. Да? То есть кто-то менялся еще во время, вот как раз наш Тупицкий, еще Янукович его назначал, кого-то назначал Порошенко, Зеленский пока никого не назначал. Здесь есть определенная политическая, что ли, опасность. Поэтому нужно создать абсолютно прозрачные конкурсные комиссии, в которые войдут в том числе общественность, юристы, возможно, какие-то представители международных организаций, для того, чтобы это было прозрачно, понятно, чтобы эти люди были с безупречной репутацией, и тогда, я думаю, что вопросов не будет возникать к тем кандидатурам, которые могут быть назначены на новый состав Конституционного суда. Дуже дякую вам, пане Егоре. Егор Чернев, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу», был с нами на прямой связи. Сагулнас. А также с нами был на прямой связи Григорій Перепеліца. Дуже дякую вам, пане Григорію, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Сагулнас. А мы переходим к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Сегодня днем президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль вооруженных сил Азербайджана еще 7 населенных пунктах. Речь идет о селах Миряк и Кавдар Джебраильского района, Мишиди Исмаил и Шефибейли Зангеланского района, а также Башарат, гора Кишиляр и гора Джалы Губдалинского района. Бои с различной интенсивностью в течение минувших суток шли в основном на Тертерском, Агдамском, Хаджавенском, Зангеланском и Губатлинском направлениях, сегодня сообщили в Минобороны Азербайджана. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но сказал условия, при каких. Давайте послушаем. Якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення решти територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж, поки він не взяв на себе таких зобов'язань. Чим швидше закінчиться війна, тим краще. Сегодня относительно ситуации конфликта вокруг Нагорного Карабаха высказался также президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот что он сказал. Мы в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном. Надеюсь, что нам удастся добиться результата, о котором вы сами сказали, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, и причем добиться этого мирными средствами. С нами сейчас на прямой связи Расим Мусабеков, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, политолог. Расим Бей, селям алейкум. Расим Бей, расскажите, какие у вас новости, с какой интенсивностью сегодня идут боевые действия? Боевые действия в той же самой интенсивности. Каких-то особых передвижений вперед не было. Практически азербайджанские вооруженные силы вышли к Шуше. Это самый старый, очень сакральный для азербайджанцев город. Это центр азербайджанской культуры, откуда там больше жило азербайджанцев. Там было несколько тысяч армян. Этот город в свое время хан Карабаха, он его, можно сказать, построил и создал. Этот город, откуда изгнаны все азербайджанцы, и сейчас азербайджанские войска находятся на подступе к этому городу. Этот город фактически, скажем так, является и ключом к Карабаху. Поэтому я думаю, что... Вы о Шуше говорите, да? Шуша. Да, Шуша — это самый старый и самый важный город на территории Карабаха, и азербайджанские войска находятся на подступе к этому городу. Но с учетом того, что наши войска, во-первых, не хотят, чтобы много... Алло. Угу.
Прервался, к сожалению, у нас телефонный видеозвонок. Мы попробуем еще раз перенабрать Расима Мусабекова, депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, и продолжить нашу дискуссию. А тем временем, как известно, премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении. 31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові Росії Володимиру Путіну. Детально представив ситуацію, що склалася в результаті турецько-азербайджанської військової агресії проти Нагірного Карабаху і існуючі виклики. Згідно з повідомленням, з огляду на факти наближення бойових дій до кордонів Вірменії, зазіхань на територію Вірменії, прем'єр-міністр звернувся до президента Російської Федерації з проханням розпочати невідкладні консультації щодо визначення видів і розмірів сприяння, яке Росія може надати Вірменії для забезпечення безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією і Росією, а також на статті 2 Угоди ОДКБ. Расим к нам вернулся. Расим Бей, салям алейкум, еще раз слышите ли? Угу. Расим Бей, вот у меня к вам такой вопрос. Мы понимаем, что азербайджанский народ, который 30 лет ждал и терпел, что вернется в те дома, из которых когда-то был вынужден уйти, дома, которые когда-то вынуждены были они покинуть. И мы понимаем, что эти люди, которые это 30 лет ждали, они будут требовать от президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы тот пошел дальше и освободил полностью все оккупированные территории. Готово ли сегодня руководство Азербайджана и лично сам президент Азербайджана Ильхам Алиев идти дальше и деоккупировать полностью все территории Нагорного Карабаха? Я хочу сказать, что мы разделяем этот вопрос. То есть первая задача это заключается в том, чтобы вооруженные силы Армении должны покинуть азербайджанскую территорию. Это самое главное. И второе, я хочу сказать, что ведь, в общем, оккупированная территория намного больше, чем Нагорный Карабах. Нагорный Карабах — это 4000 квадратных километров, а было оккупировано 12. Изгнано, там жило 150 тысяч армян, а изгнано оттуда 700 тысяч азербайджанцев. На территории 8 районов практически не жили армяне, там жили азербайджанцы. И я думаю, что в первую очередь, конечно, стоит задача полное освобождение, деоккупация тех территорий, на которых всегда жили азербайджанцы, возвращение туда азербайджанцев, конечно, обязательно и в Шушку. Что же касается армян, то азербайджанский президент заявлял, что армяне — это граждане Азербайджана. И у них будут точно такие же права, как у всех остальных граждан азербайджанцев, в том числе все их культурные, языковые права. Возможность свободно общаться с Арменией будет обеспечена. И я думаю, что это правильная позиция, она соответствует всем международным стандартам. Ну, мы видим сегодня перемирие, которое пытается навязать Азербайджану на своих условиях Российская Федерация, Европа, Соединенные Штаты в том числе. Вот готовы ли идти на это перемирие, которое сегодня предлагают эти страны? Ведь мы понимаем, что на Ильхама Алиева, на руководство Азербайджана также оказывается давление извне. Да, давление оказывается, но я хочу сказать, что мы готовы были пойти на гуманитарное перемирие, чтобы обеспечить передачу тел павших воинов, всех и даже пленными обменяться. Но в том, что касается установить новую линию соприкосновения, на которой установить какой-то контроль и обеспечить, значит, режим перемирия, то вопрос возникает, где должна проходить эта линия. И мы не можем, чтобы она проходила, оставив под контролем у вооруженных сил Армении, а это именно вооруженные силы Армении, никакие не сепаратисты, ничего, это вооруженные силы Армении. Чтобы они сохранили контроль, еще есть Кельбаджарский район, Лачинский район, Ардам, которые никогда там не жили армяне, это азербайджанские районы, из которых азербайджанцы были изгнаны. Поэтому требование азербайджанского президента, и оно полностью совпадает с волей азербайджанского народа, что вооруженные силы Армении должны быть выведены с территории Азербайджана. И только после этого
может быть установлено перемирие, сюда могут быть наблюдатели и прочее. То есть до этого военная фаза конфликта не прекратится? Во всяком случае, прекращать без выполнения этого требования, а я хочу сказать, что это требование не только Азербайджан. Есть резолюция Совета Безопасности ООН, который требует безоговорочного, немедленного вывода всех иностранных вооруженных сил с территории Азербайджана. И если 30 лет мурыжили это решение, азербайджанские вооруженные силы в состоянии обеспечить выполнение резолюции Совета Безопасности. Как вы считаете, сопредседатели Минской группы ОБСЕ сумели сохранить нейтралитет? Ну, вы сами подумайте. Самая большая армянская диаспора — это Россия, больше 2 миллионов. 2 миллиона живет. Да, и во Франции 700 тысяч. Вот страны, в которых они больше занимались тем, чтобы, на стороне Азербайджана и международное право, и историческая справедливость. Но нас пытались, заморозив конфликт, подвести к тому, чтобы мы, скажем, сами по доброй воле передали в Армении часть своих территорий. Мы терпели, мы надеялись, что все это могут призвать к благоразумию армян. К сожалению, они слишком уверены в том, что их покровители обеспечат им всегда, скажем, лучшие условия. Азербайджан показал, что у нас достаточно и воли, и силы для того, чтобы свои права защитить. Именно поэтому некоторые эксперты Минской группы ОБСЕ предлагают формат 2+2. Имеется в виду Армения, Азербайджан, Турция и Россия. Что думает руководство Азербайджана по поводу такого формата? Мы полагаем, что это самый рабочий будет формат. С учетом того, что Россия имеет прямые союзнические отношения с Арменией, она является покровителем Армении. У Азербайджана союзнические отношения с Турцией, в отличие от отношений России и Армении, где, скажем, есть патрон, есть где вассал, отношения Азербайджана с Турцией братские, равноправные, но не менее тесные, чем отношения Армении и России. Поэтому такой формат, на наш взгляд, будет наиболее действенным. А сейчас ведутся какие-то переговоры по реализации этого формата? Скажем так, пускай это не официальный какой-то формат, но практически идет постоянный диалог между турецким и российским руководством и через голову фактически Армении. И я думаю, что это очень важно, потому что Турция заявила, что участие никакой третьей стороны в это вмешательство, в этот конфликт Турция не потерпит, и она будет немедленным участником этого конфликта, если кто-нибудь попытается сюда залезть. Это в значительной степени отбивает желание у армянских доброхотов непосредственно включиться в этот конфликт. То есть, по-вашему, существует ли риск того, что конфликт между Азербайджаном и Арменией может перерасти в региональное противостояние с вовлечением крупных держав? А стоит, ведь в Москве отдают себе отчет, что это не будет легкой прогулкой. Турецкая армия показала свою высокую эффективность, азербайджанская армия показала свою очень высокую боеспособность. И в Москве задумываются, стоит ли из-за наглых, противоречащих международному праву притязаний армян идти на риск столкновения с первоклассной военной державой, каковой является Турция. И, в общем, навсегда, можно сказать, поссориться с Азербайджаном. Там понимают, что притязания армян, особенно, я еще раз повторю, с учетом того, что они себя очень неуступчиво вели, что они очень наглый вызов делали международному праву, не стоит защищать. Поэтому сегодня Москва пытается объяснить армянам, что от этих притязаний нужно отступить. И последний вопрос. Вот у нас буквально 1,5 минуты до завершения нашего эфира. Вы знаете, что у нас в Украине тоже война. На нас напала Российская Федерация, оккупировала наши территории. Это Крым и Донбасс. И по нашим территориям также есть Минские соглашения. Они у нас были созданы в 2014 году. У вас это было сделано в начале 90-х. И вот ваш опыт сегодня нам показывает, что Минские переговоры, вообще в принципе какие-то переговоры, хоть и хороши, но неэффективны. Правильный ли я делаю вывод? При всех случаях переговоры нужно вести. Но уповать на то, что эти переговоры принесут результат, они могут принести результат, если, скажем, противная сторона
от вас добивается капитуляции, и вы капитулируете. Но если вы не собираетесь капитулировать, надо становиться сильным. Право может быть для вас действенным только тогда, когда вы готовы, у вас есть сила его защитить и воля применить эту силу при необходимости. Расимбей çok sağ olun. Allah topraklarınızın azat etülüğünde yardımcı olsun. Teşekkürler. Расим Мусабеков был с нами на прямой связи, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, политолог. А я с вами вынуждена попрощаться. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» Спиридонов. Не пропустите. Куршкенч.